На Абаза ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Новоафонская пещера и задачи изучения карста Абхазии. Международная научно-практическая конференция открылась в Аку. В Сырцха на Абаза ТВ премьера еще один фильм из цикла «Реки Абхазии». Когда чудо для ребенка может совершить каждый. При поддержке Ашаны, Киаразы и платформы ГУМА стартует третья новогодняя акция добра «Ашан-Ацла». Президент Бадыр Гунбов выступит с ежегодным посланием к Народному собранию парламенту Республики Абхазия до конца текущего года. Об этом Апснепресс сообщил пресс-секретарь главы государства Алхас Чолоку. Для подготовки документа создана рабочая группа, которую возглавляет руководитель администрации президента Беслан Эшба. В послании Бадыр Гунбов подробно остановится на вопросах внутренней и внешней политики государства, а также обозначит приоритетные направления дальнейшего развития страны. Вице-премьер Джансух Нанба провел встречу с главой муниципального образования городской округ Керчь, председателем Керченского городского совета Денисом Колесником. Джансух Нанба и Денис Колесник обсудили вопросы возможного подписания документов о сотрудничестве между городами Абхазии и городом Керчь. Вице-премьер отметил, что Абхазия заинтересована в развитии сотрудничества с регионами Республики Крым. По приглашению главы города в Керчи делегация Абхазии посетила Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник Аджимушкайский каменоломни. Авиарейсы между Пермью и Сухумом начнут выполняться в 2026 году. Список маршрутов, которые финансируются за счет бюджета Пермского края, опубликован на сайте Министерства транспорта. Среди них два международных – в Беларуси и в Абхазию. На данный момент идет процесс отбора авиаперевозчиков, который завершится в декабре, а в 20-х числах. Ханты-Мансийский автономный округ также принял решение о субсидировании авиарейсов в Сухум в 2026. Это единственное международное направление, которое поддерживается из регионального бюджета. Рейсы запланированы с частотой 2 раза в неделю в период с 1 апреля по 17 октября. Новоафонская пещера имени Гиви Смыр в этом году отмечает 50-летний юбилей со дня открытия. С юбилейной датой связано проведение научной конференции и презентация документальных фильмов. Также 10 декабря Союз журналистов подведет итоги творческого конкурса, объявленного совместно с дирекцией РУП «Комплекс Новоафонская пещера имени Гиви Смыр». Международная научно-практическая конференция «Новоафонская пещера и задачи изучения карста Абхазии» открылась в Абхазском госуниверситете. Конференция приурочена к 50-летию начала эксплуатации Новоафонской пещеры как туристического объекта и 80-летию со дня рождения ее первооткрывателя, абхазского спелеолога Гиви Смыр. В конференции участвуют специалисты из Австрии, России и Абхазии. Тему продолжит Марьяна Котова. Международная научно-практическая конференция, посвященная Новоафонской пещере, собрала специалистов-спелеологов из Абхазии, России и Австрии. Многие из них уже много лет занимаются изучением карстовых полостей республики. Одна из целей – оценить водный потенциал Абхазских гор. Пещера действительно кладезь вообще подземных вод, карстовых подземных вод. Здесь отсюда берут начало многие реки, которые находятся и которые впадают в Черное море. И даже самая вот эта короткая река Мира, наша Репро, о которой мы говорим, да, одна из коротких рек, 16 метров. То же самое Псырска, например, Мана, Квара. То есть им десятки других рек, которые имеют подземные русла. Они, по сути, формируются и идут в чистых вообще вот пещерных водах. Они выходят наружу очень чистые. И это, конечно, редчайшее явление, на самом деле, природное. Я думаю, что в этом уникальность Абхазии в целом, наличие горных, карстовых подземных вод, огромных запасов и наличие длинных подземных рек с короткими наземными руслами. Как говорят ученые, то, насколько богат запас пресной воды в Абхазии, еще доподлинно неизвестно. Спелеологи продолжают искать подземные реки, выявляя маршрут карстовых вод. А все это необходимо для того, чтобы понимать, как вести хозяйственную деятельность без ущерба для природы и с пользой для человека. Потому что вся вода, которая в нас, вот мы 80% из воды, мы пьем воду из пещер. Вот в Гаграх везде, это вся вода пещерная.
И понимание, как она формируется, откуда она берется, как сделать так, чтобы было безопасно, не было загрязнителей, которые приходят, это тоже очень важно. Как сделать, чтобы не было, чтобы она не иссякла, эта вода, что кто-нибудь построит дорогу чуть выше, и вся вода перенаправится из Днепра, пойдет в другую сторону, пророет новый проход. Понимание происхождения, генезиса этой воды, понимание динамики, карстовой безопасности. Вот это очень важно. То есть мы понимаем, что сейчас вода самая ценная. Мы понимаем, что можем накормить людей, можно привезти на машинах. Воду не привезешь много. И то, что сейчас в Абхазии так много воды, это чудо, это замечательно. Но ее нужно сохранять и понимать, как она образовывается. То, как влияет деятельность человека на пещеры и как сохранить уникальную флору и фауну замкнутых карстовых систем, пытаются понять ученые, изучая процессы их возникновения. Ведь то, что создавалось тысячелетиями, может быть разрушено за несколько десятков лет. Здесь, насколько примерно мы оцениваем, что, наверное, тут более 1000 пещер, вот, из них там около 145 вот, более-менее известных. Вот, а сколько еще неизвестно. И, конечно, влияние человека, оно сказывается. Вот очень многое устраивают таких полудиких экскурсий, когда имеют место варварское отношение. С этим надо быть очень осторожным, потому что пещеру уничтожить и потерять ее ценность очень легко. Оборудование пещер, вот, например, если там постоянно электричество будет включено, то, соответственно, вырабатываются определенные формы микроорганизмов, которые могут повреждать тоже сталактиты и сталагмиты. Поэтому здесь надо быть осторожнее, очень осторожнее. И вот должны быть проводиться, естественно, исследования по рекреационной нагрузке, по допустимой, возможно, рекреации. А любое воздействие, оно должно быть просчитано в зависимости от ценности, от состояния пещеры, от ее природной, вообще, в первую очередь, уникальности вообще пещеры. Но в то же время, по словам ученых, у Абхазии есть перспектива стать центром спелеотуризма. И тут, по мнению специалистов, есть возможность использовать опыт Новоафонской пещеры при эксплуатации рукотворных полостей, то есть угольных шахт и штолен. Вот в Арчеле огромное количество не каменоломен, а шахт, штолен, когда раньше добывался уголь. Они сейчас не используются, заброшенные. Я знаю, сколько большое внимание уделяется в Республике Абхазия развитию этого региона. Проложена хорошая асфальтированная дорога туда. Вообще об этом много говорится, что восточный регион развивать. Мы понимаем, как это делать. У нас есть методика, мы знаем, как это фактически там все есть. Дорога, все. Только сделайте небольшие мероприятия, и будет интереснейший туристический объект, помимо водопадов, которые там есть, будет туристический объект подземный, который тоже будет притягивать внимание людей. И вот такие палеотуристические объекты можно сделать на разных участках по всей протяженности Абхазии. Не только возле Афона, ближе к Гаграм, ближе к Галу, и другим районам. Это инвестпредложение для абхазских, прежде всего, конечно, для сотрудников и руководства Новоафонской пещеры. Они свои компетенции могут переложить на создание таких же палеотуристических объектов в других регионах, сделать, расширить свои знания, свои компетенции. Академик Инварби Эгба рассказал о том, как меняется температурный режим пещер при их эксплуатации. И на примере Новоафонской показал, какие именно факторы влияют на изменение микроклимата. А это освещение, подсветка сталактитов, перемещение людей и движение транспорта. По словам директора пещеры, в настоящее время идет замена мониторингового оборудования на более современное. После своих изучений, анализов, экспериментов, они рекомендательные какие-то нам моменты отправляют. Мы прислушиваемся. И мы обязаны, я считаю, что мы обязаны беспрекословно все принимать, потому что тут и вопросы безопасности, тут и вопросы сохранения как уникального памятника природы. Тут очень много вопросов, которые только специалисты могут определить. В ходе конференции ученые сообщили о том, что дали имя виду ракообразных, которых обнаружили в Новоафонской пещере. Нашли их давно, но то, что именно этот вид уникален, выяснилось недавно. Назвали ракообразное рода Нефаргус именем Гиви Смыр. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Псырцха – еще один фильм из цикла «Реки Абхазии». Псырцха относится к малым рекам страны. Одна из интересных характеристик заключается в ее практическом круглогодичном полноводии, и по сравнению с другими реками Абхазии на реке Псырцха даже в самый засушливый период всегда есть вода. Специалисты связывают это с особым режимом питания реки. Псырцха и прилегающая к ней местность богаты своим историческим наследием. Ученые отмечают, что на территории нынешнего Нового Афона, который в разные эпохи назывался Анакапией, Трахеей, Псырцхой, и его окрестностей найдены останки каменной культуры первобытных людей, относящиеся к эпохе палеолита.
В историческом ущелье реки Псырцха есть места, свидетельствующие о богатой истории более позднего периода. Псырцху относят к чистым водам. Гидрохимия реки показывает слабую минерализацию. Это не кислые воды. Однако есть различия по качеству воды в верхней части бассейна за пределами населенного пункта и в устьевой зоне, где собираются все стоки. Объем минерализации не превышает полграмма на литр. То есть и она достаточно сбалансирована со слегка таким щелочным смещением в сторону щелочности. Но эта щелочность, она обусловлена тем, что это карстовые воды, это воды, которые проходят через известняки, а известняки, естественно, обладают такой способностью к буферизации, то есть они, значит, снимают кислотность. Если для всех поверхностных водоемов Республики Абхазии характерен, можно сказать, что им свойственно тип гидрокарбонатно-кальциевый, то здесь начинают превалировать ионы хлоридов, то есть тип становится уже хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевый. Это, скорее всего, связано с тем, что воды реки Псырцха связаны с подземными глубинными хлоридно-натриевыми водами. Фильм «Псырцха» из цикла «Реки Абхазии», созданный при финансовой поддержке Новоафонской пещеры имени Гиви Смыр. Смотрите сегодня в нашем вечернем эфире. Повторить маршрут Гиви Смыр, исследовать пещеру как туристический, экономический, а главное уникальный природный объект, изучить архивы и, конечно, рассказать о планах. Впервые в Новоафонской пещере летал дрон, а съемочная группа провела всего около 20 часов, чтобы каждому стало ближе и понятнее одно из главных природных чудес нашей страны – Новоафонская пещера. Такую задачу ставили перед собой авторы фильма «Полвека путешествий в глубины Апсарской горы». Фильм был снят по заказу Новоафонской пещеры. С древнейших времен человек стремился заглянуть туда, куда не проникает солнце, в первозданную тьму. Пещера – это первые страницы книги человечества. Здесь человек укрывался от гроз, вел свой первый огонь. Здесь в камне помнят эпохи, которых уже не существует. Археологи находят в пещерах древнейшие стоянки, рисунки бизонов и охотников, отпечатки рук, оставленные десятки тысяч лет назад. Для древних людей спуск в пещеру был не просто исследованием, а ритуалом, путешествием в иное измерение, туда, где живут боги, духи и тайна. В нашем эфире во вторник смотрите фильм «Полвека путешествий в глубины Апсарской горы». Новоафонская пещера известна всему миру не только как одна из крупнейших карстовых пещер, обнаруженных человеком, но и как место, полное удивительных сведений и открытий, неоценимо важных для мировой науки. Исследования знаменитой достопримечательности, сокрытой под Иверской горой, проводятся долгие годы. О результатах одного из них мы расскажем вам сегодня. Рада Чичава. Подробнее. Научная экспедиция, объединившая в работе многочисленных ученых из ряда видных именитых институтов и научных центров мира, была посвящена исследованию проявления серокислотного спелеогенеза, то есть процессу образования, развития, заполнения и разрушения подземных карстовых полостей, таких как пещеры, изучению различных типов этих полостей и факторов, влияющих на их формирование, включая тектонические, вулканические или гидрохимические процессы. О результатах части исследований нам поведала ученый-карстолог, научный сотрудник Государственного природного заповедника Шульганташ Ольга Червецова. Проводила исследования по генезису этой пещеры, определяли ее возраст. Приходилось использовать несколько геохронологических методов. Под каждый из них нужно было найти, что датировать. То мы установили, что эта пещера, она образовалась не только за счет холодных вод, то есть она образовалась за счет коррозии и смешивания. Это когда глубинные термоминеральные воды, причем содержащие сероводород, поднимались по трещинам
снизу и смешивались с холодными карстовыми водами, которые за счет инфильтрации сюда проходили. При смеси вот таких вод возникает процесс, который называется коррозия смешивания. Он очень агрессивный. То есть объем пещеры, они образованы во фреатической зоне под водой. То есть вода была теплой, то есть она не была прям горячей, она была теплой. То есть это смесь холодных и горячих вод. В воде был сероводород. Благодаря долгим кропотливым исследованиям удалось установить примерный возраст Новоафонской пещеры. По словам Ольги Червецовой, одна из главных достопримечательностей Черноморского побережья значительно моложе, нежели предполагалось ранее, а процесс осушения пещеры и вовсе проходил невероятно быстро на фоне понижения уровня Черного моря и тектонического подъема. Именно эти два фактора повлияли на очень скорое, по геологическим меркам, осушение пещеры. Пещера моложе, чем многие думают, то есть она образовываться начала где-то именно уже как основная стадия, как ее объемы. У нее был более ранний этап, около в миоцене и в плеоцене, то есть это около 5-3 миллионов лет назад, ранний этап, но он оставил только в некоторых местах такие каверны с крупными кристаллами кальцита. Первый этап был гидротермальный, полностью практически изолированный, без доступа растворов с поверхности. То есть он проходил с температурами вот около 35-38 градусов по термометрии газово-жидких включений в кристаллах. Основной этап спелеогенеза начался в начале плейстоцена, и пещера начала осушаться и приходить в то состояние, которое мы знаем, около 600-400 тысяч лет назад. То есть она значительно моложе, чем про нее считалось. Поскольку воды были сероводородные, сейчас покажу, вот видите здесь белые коры. Вон тоже стена, хорошо видно эти коры, белые такие. То есть это не известняк, пещера сама известняковая, а вот эта кора – это гипс. То есть гипс образовался за счет того, что сероводород на воздухе окисляется до серной кислоты. А серная кислота в контакте со известняком превращает его в гипс. На протяжении всех лет с открытия пещеры, исключая военные и послевоенные годы, под величественными сводами ее работают ученые. Исследования ведутся постоянно. Порой в Новый Афон прибывают по 2, а то и 3 научные экспедиции в год. Научные изыскания Ольги Червецовой и ее коллег, начавшиеся еще в 2018 году, не завершены и по сей день. Чтобы понять возраст процесса, мы собрали микропробы. Где-то около 30 сталагмитов по разным частям пещеры, то есть не ломая сталагмиты, и просто отбирая микропробу с помощью дрели. И обнаружили, что самые древние натеки в Новоафонской возраста всего 160 тысяч лет. В этих исследованиях принимали участие коллеги из Инсбрукского университета Австрии. Это Юрий Викторович Дублянский, очень интересный карстолог, чей отец начал изучать эту пещеру одним из первых. То есть Виктор Николаевич Дублянский, очень знаменитый карстовед, основатель научной карстологической школы российской, он изучал эту пещеру как раз в начале 80-х годах. И тогда уже он опубликовал первую модель, что эта пещера связана с гидротермальными водами. Но ему из-за политической ситуации не дали ему здесь доработать. И, собственно, по его следам мы и пошли. Сейчас как бы по спелеогенезу вот это вот исследование мы сделали. Сейчас в основном интерес к пещере как к палеоклиматическому архиву. По записям сталагмитов очень хорошо читается. Тогда, когда вот этот хребет покрывали ледники, соответственно, вода в пещеру не шла, и рост натеков там осуществлялся тоже за счет процесса, очень близкого к тому, что изучаю я. Но не за счет сероводорода, а за счет окислений зерен перита, смещающих пород. Палеоклиматические исследования помогают понять климатические условия прошлого на Земле.
Например, температурный режим, количество осадков или атмосферный состав, понять механизмы и причины климатических изменений и многое другое. Способы проведения подобных исследований разнообразны. Часто ученые прибегают именно к детальному изучению пещер для получения данных о климате прошлого на сотни и тысячи лет назад. Да, на краю кальцит образовался, который потом мои коллеги будут изучать изотопный анализ, изотопный состав углерода и кислорода. Для того, чтобы понять, как в спелеотемах пещеры, в кальците, записываются данные о температуре воздуха и о режимах углерода, режимах поступления почвенного атмосферного углерода с поверхности. Эти конкретно палеоклиматические исследования ведут мои коллеги из Инсбрукского университета, из Австрии. Это Джонатан Бейкер и Юрий Дублянский. То есть, собственно, начали этим заниматься с 19-го где-то года. Из пещеры получили очень интересные записи. В частности, из натеков пещеры получили записи такого периода, который называется поздний Дриас. То есть было похолодание, это около 8 тысяч лет назад. Было резкое похолодание. Этот небольшой интервал, 8-9 тысяч лет назад, этот небольшой интервал очень мало где зафиксирован спелеотемными архивами. По словам Ольги Червецовой, исследования продолжаются и далее, ведь в науке цель одна – установить истину, а потенциал изучения Новоафонской пещеры по-настоящему велик. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ. Реконструкция энергосистемы в Псху приносит первые результаты. По словам главного инженера Псху ГЭС Дмитрия Кипина, после первого этапа модернизации в селе значительно улучшилось качество энергоснабжения. С ГЭСом мы сегодня выдаем 220-225 вольт, аварий меньше и у людей нормальный свет, отмечает он. Завершены ключевые работы, восстановлено здание ГЭС, установлен новый генератор, демонтированы старые ЛЭП и монтированы новые. Начата установка трансформаторов. Для продолжения модернизации на зимний период уже завезены материалы, расширен штат энергетиков, а весной планируют заменить линии в центре села, обновить высоковольтные опоры и установить трансформатор 315 киловольт, что усилит энергомощности Псху. Инфографика от «Спутник Абхазия». Около 170 штрафов за вождение в нетрезвом виде выписали в Абхазии в ноябре. Лидирующие позиции в пьяной статистике снова занял Сухум. Здесь выявили 70 нетрезвых водителей. На втором месте Гудаута 34 протокола, на третьем Ачимчирский район 32. Меньше всего нарушений зарегистрировали в Гулрыбском и Тукварчалском районах. Чаще всего за руль пьяными садились водители 30-35 лет, самому молодому нарушителю было 19, самому старшему 70. Нарушили правила и 4 женщины, 3 из Сухума и 1 из Галского района. Новости культуры. 9 декабря в 19:00 в Русдраме состоится показ премьерного спектакля «Чайка» в постановке одного из лидеров российской режиссуры Романа Кочержевского. Он режиссер спектакля «Роман с кокаином». Успейте приобрести билеты, а пока предлагаем ознакомиться с репортажем телеканала «Россия» о нашумевшей премьере в Абхазии. ВГТРК «Россия», Сочи. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме прошла первая премьера этого сезона спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова. «Чайка» – переломное произведение для самого автора и всей мировой драматургии, одна из самых репертуарных пьес в мире. При этом это первое обращение театра к чеховской драматургии и первая постановка пьесы на русском языке в Абхазии. По мнению критиков, режиссер-постановщик премьерной «Чайки» Роман Кочержевский создал глубокий, увлекательный, динамичный и визуально совершенно спектакль, жанр которого он определяет 2 словами – триллер-драма. У зрителя нет возможности заскучать, при этом чеховский текст и вневременные смыслы понятны и близки каждому зрителю. Вот это вот сочетание огромного труда и таланта всегда приводит к одному результату – это восхищение зрителя. Что вы сегодня увидели?
спектакле играют как молодые звезды театра имени Фазиля Искандера Эмиль Петров, Милана Ломия, Мадлена Барциц, так и заслуженные артисты Абхазии Кирилл Шишкин и Рубен Гипелян. Художник по свету спектакля «Чайка» неоднократный лауреат высшей театральной премии «Золотая маска» Константин Бинкин. Его спектакли идут в Большом и Малом театрах, Театре нации, Моссовета и в других лучших российских и европейских театрах. Показ документального фильма Екатерины Беби «Муминат Гонова. Абазинская Жанна Дарк» состоялся в Государственном комитете Абхазии по репатриации. Слово моей коллеги Фаине Матуа. А профессора журналист Екатерина Бибия Бхаяхыс замчибджизы, а профессора экономика Царадыр кандидат Муминат Гонова Илыскны Итылхыз, а документал фильм Дзырылгит Черкесский Ставрополи Акалаква Рджо. Ишибдыру ебш харап сожлар зиграста амилатко зиги бзиях бойдаха харах зыхна Хашца ракуна, аджхакуна, апсу абаза шраку иждырвоу. Абаза жилари харе хайма дара яйцег хайткалара. Я дунека нехека залаки, Тарас Мироны Пашамба, рабха апсу абаза конгресс, они черкачни даркна, Муминат Гонова дид галавен, дид схраюен, даргажуен. Я рассергил убри рабха песездаком дазбейт Муминат Гонова зкиши пщини жижающих сарцохана. Я за накве абартабаза разго фильм Карапцара. Ари сара ахпатис фильмов акпилызган Фардаус Кулова, а газета базашта редактор хада. Альба билызган Армида Псхё Чагова, Ставрополинхо апсуа база хылчтраква эйдгыланыр гупай хабы. Ахпатис фильм Абар Муминат Гонова. А фильм ескыз адзыргырых иесаанца, уятыхра идея шчырцыз атуи талхит яра автор. Дара дзичгю. Сара япысти дубасе пшико фильм и псабарату, и дгилту, и уажларату. Сгу сыпсы атсана. Арчьяю, акучьяраква лыткыло, хашча абазакви харе хаймадара аусача, акрызцазква акакуна ишыко аты лыкгыларача илхит, арах аапхерасмаз ацара министр Хана Гунба. Арчьяра знапалако уипсы, инагузалаги тынч дыздадзом тынч изымту рахшацанагоит шара, иснагик шырчиуит, иснагик шырчыцуит, иснагик шыпшауит, аинтересазцо, итабуб дара захашасхуит, абазакви харе хайбабара, и хайирцахцахтуб ашкол хучква рыбжараги, убри хкуйтоп харге, нхыцай харе хаймадара, аша псзом, аша хыдыруит, аша урчыхароп мачку, убриоп хазик хнапаяну, сгуана гарала, ехетпи фильм азыргара, ари Зара гана хялаги яцанаго рашоп избу иза хава дера ашкол хучква рыбжараги хара хашчын хыц Кавказ ишыҟоу хара иҳа нуадеҩыз ҳаамҭа курзы аԥхьагылара ҟаҵаны иҳавагылаз дара шракәу аҭоурых аҿы ишынхаз ари ишмырӡтәым, ари ишдыртәу ианакәызаалак еснагь ҭынч ԥсҭазаарала иауӡом, ианамуа аҽны аԥхьа иувагылоу ушьа шиакәу дырра шаҭаху ааӡара ду шамоу иҭабуп даараӡа шәааԥсаразы, иҭабуп иаҳа иаҭаху атемақәа ианаҭаху аамҭазы иахьцәыржәго. Аԥсадгьыл ахьахынҳәразы аҳәынҭқарратә еилагы аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Басҭаҟәа Агрба иеизаз ирзеиҭаиҳәеит иара зызку Муминат Гонова лҭоурых. Гонова Аԥсны базақәа рҿы аинтеллигенциа ахаҭарнакцәа аԥсуа милаҭ-ҵасра ҟалеижьҭеи дара лхалырхәхьеит, убри бзианы дырдыруа дҳауажәлар, аха зегьы абжьаратәи ажәлар дырзымдыруа зегьы алшап. Саргьы убас сыздырӡомызт. Черкесск сантәы ҳаныҟаз адокументалтә фильм аӡыргараҿы еицырдыруа абаза акәашаҩ ӡыба Гьаргьи изкны убра ҳаибадырит. Убра дықәгылан илҳәон лықәгараҿы ӡыба Аԥсны
иԥсҭазаара далҵит аибашьра ҟалаанӡа, аха хыҟә ҳҵо инышәынҭрагьы хыҟәа ҳаздырӡом ҳәа. Уи сара иџьасшьан слабадыррагьы сҭаххеит, ианаанҵәа аизара слацәажәеит, абри дышԥажәдыруа, ишԥаҟалеи Аԥсны дыӡны ауаҩы ҳаракны аибашьра ҟалаанӡагьы рызагьы учет иқәгыланы убас ишԥаҟалеи, сара исылшозар убри дысԥшаауа ҳәагьы ласҳәон, аха макьанагьы сыҟамҵас, убра сынлацәажәа еилыскааит лара дзакәытә уаҩу. Даара хаҵаԥҳәысоуп, лсахьагьы убас иҟоуп, лцәажәара, лдырра, аҳкәа жәлоуп. Уаҳа нас ибзианы дсыздырӡомызт, аха изласаҳақәо рыла егьыс лара лнапы злаку азанааҭ даара бзианы илдыруеит. Аекономика наукақәа дыркандидатуп, дпрофессоруп, иҳарагьы аԥсуа абаза милаҭ ҵысра аныҟалаз, аԥсуа база конгресс раԥхьа иналагоз Тарас Шамбеи лареи аус еицыруан. Убарҭ зегьы иҳарак ибзиаӡаны дҳаздырӡом, аха Екатерина Бебиаԥҳа иҭылхыз асахьаҿы, адокументалтә сахьаҿы иаҳбап ҳәа ҳгәы иаанагоит, лара лдунеитә хәаԥшыра, лара дзыҟаз, лыԥсҭазааратә мҩашыма иԥылгаз абри афильм иаҳнарбап ҳәа сгәы иаанагоит. Афильм аӡыргара рҽаладырхәит Муминат Гонова иашьас Аԥсны зыхьӡ лҳәаз Суликәа Шәардла. Иара убас Муминат лаҳаҭыраз лыхьӡ зыхьӡырҵаз Муминат Ҭаниаԥҳа лҭаацәа. Аӡыргара мҩаԥысит ҭаацәашәала иԥханы. Фаина Матуаԥҳа иналагәыха абазаканал азы. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» и организация «Кераз» на платформе ГУМА анонсировали третью новогоднюю акцию добра «Ашанасла». На станции ГУМА воссоздали новогоднюю атмосферу и поставили елку, которая поможет исполнить желания детей. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. На культурно-деловой площадке ГУМа стартовала ежегодная благотворительная акция «Ашанасла». Здесь дети из малоимущих семей, либо же дети больные, могут оставить свои пожелания в канун Нового года в виде таких вот журавлей. Исполнить пожелание очень легко. Нужно лишь взять его с собой и прочесть конверт, в котором написано пожелание ребенка к Новому году. Новый год – это время чудес. Вот и подопечные благотворительных фондов ждут исполнения своих желаний. За 2 года общими усилиями жители нашей республики воплотили в жизнь мечты 670 детей. Ашанасла – это акция, объединяющая усилия 2 фондов и сотен Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы подарить праздник их подопечным. Каждый желающий может взять письма, написанные больными детьми и детьми из малообеспеченных семей Деду Морозу, и исполнить их желания. Человек, который забирает этого журавлика, он берет на себя ответственную миссию стать Дедом Морозом для этого ребенка. Это своего рода волшебство, и каждый год к этой акции мы относимся не как к благотворительности, а как к чуду, которое мы совершаем перед Новым годом все вместе, все жители Абхазии. Эта акция связана не только с подарками, она связана с тысячами, сотнями детских улыбок и счастливых глаз. Забрав журавлика, у каждого будет возможность выполнить записанное на нем желание, купить подарок и оставить его в офисах фондов. Это можно сделать с 11 утра до 2 часов дня на станции ГУМа. Накануне Нового года, 23 декабря, организаторы проведут праздничное мероприятие, где самые необычные желания осуществят прямо на ГУМе. В этом году будет более 500 писем, более 500 желаний наших детей. Все эти желания пишутся детьми очень трепетно. Они правда верят в то, что они пишут, они правда ждут каждый подарочек, и они знают, что ни одно письмо не останется без ответа. Мы, когда проводим эту акцию, мы чувствуем силу нашего народа, чувствуем силу наших друзей, потому что из года в год
именно вы исполняете желания наших детей. Руководитель платформы ГУМа Хибла Возба добавила, что аналогичные елки желаний будут установлены в администрациях Ачимчирского и Гагарского районов, куда уже направлено по 50 журавликов. Организаторы надеются, что и в этом году будут исполнены все детские пожелания. Алиса Атлиба, Торника Мичба, Абаза ТВ. Новый инвентарь появился в спортшколах Сухума и Гудаута. Его передали амбассадоры российского движения «Здоровое Отечество», боксеры Марк Петровский и Дмитрий Двали. В партию вошли ринг, боксерские мешки, перчатки, беговая дорожка, тренажеры. Передавая инвентарь в надежные руки тренера в Абхазии, мы инвестируем в сильных и целеустремленных людей, подчеркнула лидер движения Екатерина Лещинская. Амина Парулова стала победителем Кубка Всемирной Федерации боевого самбо по профессиональному боевому самбо. Соревнования были посвящены Дню Героев Отечества и прошли 6 декабря в Москве, сообщает Госкомспорт. Амина является воспитанницей тренера Альберта Кардиоглы. Сейчас о погоде. Во вторник, 9 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, местами туман. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 12 до 17 градусов. Температура морской воды 14 градусов. Волнение морской воды значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. И на этом пока все. Оставайтесь вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.